Здравствуйте, дорогие зрители, и добро пожаловать на мой канал. Возможно, что за высокий пост может попробоваться влиятельная женщина Центральной Азии. Остался только один бессменный пока лидер, президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Через год в этой стране будут выборы. Не факт, что действующий глава государства будет в них участвовать, ведь ему тогда будет 68 лет. Возникает вопрос, а кто может стать преемником? Учитывая специфику республики, эксперт Евгений Кудряц 19 июня поделился своим мнением с редакцией. Он обратил внимание, что в Таджикистане были приняты поправки, в результате чего возраст кандидатов в президенты снизился с 35 до 30 лет. Соответственно, открывается дорога для старшего сына президента Рустама, которому будет через год 33 года. Есть еще один потенциальный президент из президентской семьи, дочь Озода Рахмон, однако вряд ли она пойдет кандидатом, выразил мнение Кудряц. Мне такой исход президентских выборов кажется маловероятным в Средней Азии. Очень трудно представить, чтобы высший пост заняла женщина. Так что для таких серьезных гендерных изменений понадобится много десятилетий, хотя в соседнем Казахстане дочь Нурсултана Назарбаева Дарига занимала должности заместителя премьер-министра, а сейчас возглавляет Сенат Республики, отметил эксперт. Кроме того, один из бывших членов Народного фронта Куватали Муродов пообещал, что на пост главы государства будет выдвинут. Представитель Народного фронта не исключено, что может и сам пойти, допустил эксперт. Попробует свои силы и Демократическая партия Таджикистана, о чем сказал ее лидер Сайджафар Усмунзода. Дорогие зрители, это был наше видео сегодняшний день. Я вас скажу, что поставьте лайки и подписывайтесь на канал. И пишите в комментарии, что вы думаете, кто может стать...